Ну, мы проиграли, и, конечно, рассчитывали на победу. Пропустили быстрые 2 мяча с хорошо организованной командой. Ну, по большому счету, так в спорте бывает. Они забили все, что было. Мы где-то не смогли перестроиться. Но до последнего хотели там изменить и стиль, и рисунок, и, в общем-то, иногда такие поражения может поднимать команду. Сейчас сложно по прошествии матча по горячим следам делать какие-то выводы, ошибки и так далее. Вот. Поэтому будем двигаться дальше. Спасибо. Есть ли у журналистов вопросы? Насколько отсутствие Кантари, второй год подряд, и много пропущено? Ну, конечно, у нас нет такой сильной ротации состава, и чтобы, конечно, Кантари это ключевой игрок. Конечно, его отсутствие это сказывается. Он переживает за команду, и мы делаем какие-то перестановки, делаем эксперименты в ходе каких-то вещей. Поэтому, конечно, его отсутствие сказывается. Но это нисколько не умаляет. Команда играет, у нас есть 22 футболиста с Кантари, без Кантари. Команда должна играть. Но как бы упрекнуть команду, что она сегодня не играла, наверное, я не могу. Если вот вам честно, открыто сказать в глаза, конечно, не могу. Команда играла, команда соперника реализовывала свои моменты, которые были, даже, может быть, там даже какие-то моменты были, но исполнительское мастерство оказалось у них достаточно высокое в тех эпизодах, которые они реализовывали. Вот. А мы старались, мы шли вперед, мы до последнего боролись, до последней минуты. Так бывает, это спорт. И сказать, что Гродно стояла или отбивалась, наверное, все-таки я не имею права на это. Спасибо. Есть еще вопросы? Продолжает забивать один Кадимян. Не тревожит ли реализация других игроков? Вы знаете, мы ищем же какие-то сочетания. Вот поставили вначале Ковеля, потом вышел Марушич. В общем-то, у нас есть линия атаки. А то, что забивает Кадимян, он хороший мастер, но лучше бы он забивал не при счете, когда 4-1 мы проигрываем, а при счете 0-0, и мы бы выиграли. Тогда это было бы, скажем так, удобоваримо для команды. Хорошая команда, у нас хорошая команда, которая, в общем-то, сражается, не отсиживается в обороне и, в общем-то, играет, я уже говорил, с позиции силы. Во втором тайме это, по большому счету, Рух 2 раза перешел в центр поля и забил. Команда играет в агрессивный, хороший футбол. Мы ищем какие-то сочетания, у нас не очень большой выбор исполнителей. Конечно, потери Кантари – это достаточно серьезная потеря. Но будем двигаться дальше. В первую очередь хотел бы поздравить всех с праздником, Днем Победы, пожелать большого здоровья ветеранам. И хотелось бы, чтобы все-таки в такой праздник эмоций хватило для 2 команд. Это спорт, поэтому я думаю, что у нас чуть эмоции получше. Считаю, что результативный матч может быть не такой эстетический, потому что было очень много забросов, очень много верховой борьбы. 2 достаточно быстрых мяча, конечно, нам очень сильно помогли, особенно когда мы забили 2-й мяч, как мне показалось, успокоили игру. В целом, за исключением отрезка, который предшествовал мячу в наших воротах,
Считаю, что сыграли достаточно целостно, с учетом того, что произошли у нас кое-какие перестановки, такие некоторые не совсем профильных позициях были. Но я благодарен футболистам, что приоритетом становится атака. Нам не очень, наверное, везло, а возможно, мы не совсем качественно подходили к тем моментам, которые были у нас до сей поры. Но сегодня получилось так, что вроде бы большую часть моментов мы реализовали. Не могу сказать, что какие-то голы были там случайно или на удачу. Что касается соперника, хотел бы поблагодарить за хорошую игру. Нам было очень тяжело во второй половине матча. Он оказывал, соперник на нас оказывал достаточно большое силовое давление. Но, слава богу, мы смогли с этим справиться. Где-то удача сопутствовала на нашей стороне. Хотя, думаю, что забитые мячи явились таким украшением матча. Спасибо большое. Есть ли у журналистов вопросы? Получается, прорвала уже команда. Вы забили в этой игре больше, чем за 7 предыдущих туров. Я боюсь, чтобы на этом не закончилось это все. Понимаете? Дело в том, что это наша проблема. Мы ее видим, скажем, не только в матчах, мы ее видим в той части подготовки к матчам. Не хватает нам, наверное, такой понимания вообще игры в штрафной площадке. Мы все стараемся как-то играть, наверное, более так красиво, хотя надо играть практично. Я надеюсь, что, как я уже повторю, этот матч не станет каким-то, знаете, одним матчем, где мы забили там больше одного мяча. Надеюсь, что эта тенденция продолжится, но для этого нам надо приложить очень много усилий. И по поводу того, что сейчас у нас посыпятся мячи, конечно, мне бы этого очень хотелось. Я бы не стал благодарить даже близко.